Обязательное требование любых учений – инструктаж. Руководитель напоминает сотрудникам о последовательности действий. Им предстоит спуститься на землю из вертолета, который завис в воздухе, чтобы поднять на борт условного пострадавшего. Для этого требуется лебедка и прочная веревка, которая перед взлетом обязательно проходит проверку. Сегодня отрабатывались действия при объявлении сигнала тревога. Отработали, радиотехническим поиском нашли. Подсадка была невозможна. Отработали спуск на веревке, оказание первой помощи, эвакуация на лебедке. Десантирование проходило без парашютов, а при помощи специального веревочного снаряжения и за счет личных физических навыков спасателей. Этот способ помогает поднять на борт вертолета пострадавших из труднодоступных локаций или спустить жизненно важное оборудование. 2 вдоха и 30 нажатия. 3 раза повторяем, если не получается, все. Нажатия. Это совместное учение нескольких ведомств, где каждый отрабатывает выполнение своих задач. Спасателям навыки пригодятся при спасении людей в труднодоступных местах, куда без помощи вертолета не доберешься. Где такое вот беспарашютное десантирование – единственная возможность быстро прийти на помощь. Я считаю очень важным подготовка многодифференциальная по экстремальной медицине, по тактической медицине, потому что они сейчас очень востребованы и на гражданском поприще, и на военном. Я считаю, что нужно приходить к общим стандартам по оказанию первой помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ну и плюс обмениваться опытом. Перед выходом спасателя из вертолета выпускающий повторно проверяет закрепление спускового устройства к веревке и после разрешения командира воздушного судна дает команду на спуск. Во время десантирования выпускающий контролирует процесс спуска, постоянно поддерживая со спасателем визуальный контакт, а также связь с пилотами для корректировки воздушного судна в воздухе. Спасатели отработали на 4. Есть замечания, которые мы отработаем. И самое основное, это, конечно, работа с экипажем. С воздушным судном, чтобы было взаимодействие. Нередко спасателям приходится высаживаться в труднодоступные районы для проведения поисково-спасательных работ. Благодаря таким тренировкам профессионалы совершенствуют свои навыки и в реальной ситуации более четко и быстро осуществляют беспарашютное десантирование. Чинчика Шпуко, Владимир Сюртук, Самдам Иргид, телеканал Тува-24.